iPad и другие устройства называются планшетами, потому что их место на столе. Их тестируют на расстоянии 20 сантиметров от того огромного парня, о котором я упоминал. 20 сантиметров. Ни слова о том, что их можно держать на коленях у маленьких детей. И тем не менее, сейчас они имеются у миллионов школьников, потому что отсутствует диалог между теми, кто занимается разработкой образовательных технологий, и теми, кто участвует в исследованиях в области здравоохранения. Сложись все иначе, они бы поняли, что вы даете детям прибор с двунаправленным микроволновым излучением, и если в целях обучения вы обязаны предоставить такой прибор, переведите его в авиарежим, чтобы он не отправлял и не получал сигналы, как это происходит в противном случае. Сейчас вашему вниманию снова представляется новое моделирование, разработанное совместно с коллегами из Бразилии. И мы готовы рассказать, как это происходило. Сначала мы проводим МРТ и создаем миллиметровую воксельную модель, и на ее создание приходится значительная часть усилий. И вот на что она похожа спустя 6 минут. Все не так плохо, как может показаться, поскольку вы видите, что красная область лишь частично проходит через глаз взрослого. Верно. Что нас действительно волнует, так это модель, построенная на примере ребенка. Мы смоделировали мозг трехлетнего ребенка, и вы видите, что к концу этого 6-минутного звонка пиковое излучение желтого и красного цвета достигает почти обоих глаз. И опять-таки, это всего лишь один звонок, он никого не убьет и вообще не может иметь какого-либо биологического воздействия. Один звонок или два, три звонка. Но весь вопрос в том, какой кумулятивный эффект у такого воздействия, как его оценивать. И мне хотелось бы показать кое-что из нашей текущей работы, которую я впервые освещаю здесь. Это пробная доза микроволнового излучения 6-летнего ребенка с большим уровнем воздействия на лобную и височную доли, глаза и щеку. И посмотрите сюда. Теперь желтые, белые и красные зоны самые активные, верно? И если внимательно приглядеться, можно увидеть, что воздействие распространяется на глаз, нос и частично на ствол головного мозга. Итак, тут показано только то, что на данный участок головы ребенка будет оказано какое-то воздействие. Здесь не видно, что присутствует какой-либо биологический эффект, верно? Далее, на следующем слайде есть кое-что, что может заинтересовать присутствующих здесь студентов и преподавателей. И это связано с воздействием на репродуктивные органы. Мы называем их гонадами. Полагаю, вы говорите яички. И на костный мозг. И взгляните сюда, на радиацию, когда она попадает в яркую зону. И это просто из-за того, что мобильный телефон находится в кармане. И вновь, это расчет на базе стандартизированной мощности поглощенной дозы с учетом использования симметричной антенны. Теперь грудь. Грудь в основном состоит из жировой ткани, содержит большое количество жидкости. Вещества, содержащие жир и жидкость, быстрее готовятся в микроволновой печи. Далее, сотовый телефон ничего приготовить не может. Так, мобильные телефоны не поджаривают попкорн. Это обман. Они не делают никакой тепловой энергии, о котором нам известно, иначе бы их запретили. Однако, они проникают через все, что содержит жидкость и жир. А теперь мы работаем в защиту экологической медицины совместно с учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, учеными из Американского онкологического общества Калифорнии при поддержке бывшего президента, потому что наблюдаем женщин, которые держат сотовые телефоны в своих бюстгальтерах. Кто-нибудь видел, как женщина кладет мобильный телефон в бюстгальтер? Прошу вас, скажите им, что вы слышали, почему не следует этого делать. А сейчас я хочу показать нашу первую историю болезни с 2009 года. Теперь-то у нас их много. Это была американка китайского происхождения, которая по 4 часа в день на протяжении 10 лет, пока вела машину, держала свой сотовый телефон в бюстгальтере. И вот, вы за рулем авто с телефоном на своем теле. А телефон-то умный. Он будет переключаться от одной вышки к сотовой связи к другой, постоянно повторяя «Я здесь, ты где? Я здесь». И всякий раз, передвигаясь от одной вышки к другой, он будет достигать максимальной мощности. А оно было здесь, прямо у нее в груди. И опухоли, которые образовались, развивались прямо под антеннами телефона.
необычные опухоли. Однако же люди имеют право знать, как свести к минимуму такое воздействие. И вновь я полагаю, что эта информация доступна на нашем веб-сайте и однажды появится на ваших. Помните, если вам необходимо дать телефон ребенку, включите авиарежим. Микроволновка, она работает за счет металлического корпуса, об который постоянно ударяется свечей сигнал. В следующий раз, когда вы сядете в лифт или поезд, неважно насколько, включите авиарежим на своем телефоне, иначе его сигнал, нарастающий, рикошетящий, будет повсюду внутри помещения. Во время сна, если мобильный включен, держите его подальше от вас. Нельзя не отметить, что эта колоссальная работа была проделана благодаря множеству людей. Здесь представлены некоторые из них, чьи материалы были использованы сегодня. И я не могу зачитать этот список, но хочу, чтобы вы знали, для меня это огромная честь работать над этим вопросом с самыми перспективными специалистами в мире, которые любезно разрешили поделиться этими данными. И я хотела бы попрощаться с вами высказыванием Альберта Эйнштейна. Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому что все остальные видят это и ничего не делают. Благодарю за внимание.